Значит, я генеральный директор компании «Застройщик». Если у вас ко мне есть какие-то вопросы, я еще раз говорю, не хором, по одному. На любой вопрос я вам дам любой ответ. По очереди. Председателя ЖСК мне покажите. Если вы пришли без председателя ЖСК, я вам сообщаю, год назад ровно председателю ЖСК я лично предоставлял все документы об аренде данного участка земли. Это раз. Во-вторых, уже на протяжении 4 лет я плачу за этот участок земли арендные платежи. Это два. А у вас что, денег много вы платите? Мы сами можем платить. Ну не кричите, вы дайте человеку сказать. Вот разорались, по одному говорите. Если у вас есть какие-то вопросы ко мне лично, еще раз прошу, по одному. Значит, мы готовы вам предоставить все документы о том, что у нас есть разрешение на данное строительство. У нас есть договор аренды данного участка. Кем подписаны документы? Документы подписаны руководством округа. Девушка, давайте так. Вы найдите человека среди вашего коллектива, у кого есть юридическое образование. Я не буду общаться с каждым, кто думает, что он прав. Для того, чтобы быть правым, нужно иметь юридическое образование, чтобы уметь разбираться в документах. Найдите юриста, который будет не голословен, а покажет мне диплом. И я с ним буду общаться. Кроме всего прочего. Общаться мы будем только с жильцами вот этого дома. Из соседних домов, товарищи, не надо приходить для массовки. Еще какие-то вопросы есть? На 7 вечера вы нас пригласили встречаться. Мы в 7 вечера вам готовы предоставить все документы. Ясно? У меня вопрос. Значит, сейчас вопрос спорный по поводу правомерности этой стройки. Спорный, поэтому вы, можно я скажу сначала, вопрос вам задал? Поэтому у меня вопрос, на каком основании, пока идет судебное разбирательство, вы здесь совершаете какие-то действия? Вы не имеете на это никакого права. Я не юрист. Судебного разбирательства в настоящий момент никакого нет. Есть. Наша сторона никоим образом не проинформирована о наличии судебного иска хоть чьей-либо стороны. Наш адвокат вас меня обязаны уведомить по почте на мой юридический адрес в течение 3 дней. У нас нет до настоящего момента никакого запроса. Это ложь. Мы все получаем. Вы нам поверьте. Я говорю, мы все получаем. Я, кстати, по-моему, с вами тоже встречался в прошлый раз. И вам тоже показывал все документы. Вы были в правлении вот там вот. Изнутри вот там вот. Вы документы на землю можете показать? Да, мы вам можем показать документы на землю. Надо нам документов, вас ненавидят здесь 2000 человек. Вот документы. У нас, получается, с вами 2 билета на одно место. Понимаете? Он хорошо подготовлен к этому разговору. И я вот его хочу сейчас попросить. Сюда, у вас есть, все есть. Мы тут собрались зря, конечно. А вот эти плиты тоже. В 7 часов вы предоставите. Мы будем до 7 часов на морозе. Вы погодку выбрали хорошую. Что завтра 1 апреля. не приедем? Минуточку. Хорошо. И вот еще что. Вы нам поверьте, вот всем людям здесь, что у нас здесь тоже есть. Тоже есть, и мы не зря здесь на морозе собрались. И так с людьми. Давайте председателя, давайте по одному. Вот здесь народ вас просит просто. Как я вам буду со всеми... Вот просто вас просит. Вот это вот вы плиты сегодня. Уберите их и все. Нет. Ну и все. Я вам мотивированно отвечу, нет. А вы нам говорите, что у нас документы, у нас все. Вот здесь люди стоят. Слушайте, вы пришли по... Вы их или пошлете сейчас? Вы или кричите, я говорю, вы или кричите, или слушайте. Пошлете нас. Если вы пришли До поговорить, 7 часов на морозе женщины будут стоять. разговор, это когда говорите вы, говорю я. Я предлагаю когда так. говорите вы, это Вот толпа и смотрите. ор. Орите без меня. Давайте зачем сейчас вам? все разойдемся. Нам здесь мойка не нужна. Давайте все разойдемся и посмотрим, что они будут делать. Они будут Они устанавливать будут плиты забор. устанавливать или ждать до 7 часов Они будут документы. устанавливать забор. Вот эту ситуацию сейчас надо фиксировать, что они будут делать, что мы сказали, и до 7 часов ждать документы. Они поставят, а документы не привезут. И вот наша просьба, обращение к нему, он говорит, что все есть, все документы у них есть, 7 часов привезут.
Вот просьбу нашу. Чтобы убрали плиты свои. Это не ко мне вопрос. Нет, есть а у нас есть план придомовой территории. Друзья, хорошо рассуждает, он свои документы есть, конечно, какие-то документы у него есть. Конечно, он не просто У него нет одного основного документа о собственности на эту землю. У него только аренда от города, который не является собственником этой земли. Вот и все. Поэтому сегодня мы в 7 часов будем разбираться с этими документами. Вот. Сейчас он должен нам сказать ответственно, что работа сегодня продолжаться не будет. Этого мы хотим, чтобы он сказал. И мы платим за эту землю налоги. Господа и дамы, собравшиеся здесь, еще раз вам хочу сказать, все, что мы здесь делаем, происходит исключительно в рамках законодательства. Неправда. Остальное это домыслы. Среди вас нет ни одного, я еще раз говорю, человека с юридическим образованием, чтобы мне это сказать. А я да. Да? Да. У У меня 2 образования, одно из них высшее юридическое. А вы какой 5? Пригласите юристов. Не надо кричать на меня, пожалуйста. Переходим. Пожалуйста, не кричите. Товарищи, вот этот товарищ козыряет своим юридическим образованием. Переходим. Товарищ генеральный директор. Товарищ генеральный директор. Как его зовут-то? Как вам обращаться? Сейчас испортите слуховой аппарат, и я на вас подам в суд. Послушайте, вот так, видим, вот так разговаривают с нами. Разве можно с такими говорить? Который даже, он юрист, понимаете? Я забыл, как бы. Вот это вот Владимир Милов. Вы же, как же говорите, покажите нам. Я к вам прихожу, говорю, покажите мне документы на вашу квартиру. Хотим, чтобы вы нам разрешительные документы показывали. Мы хотим, чтобы вы разградили нашу территорию, которая по праву принадлежит нам. Нам не нужно ваши документы. Чего вы в одно и то же уперлись тоже своими Друзья, документами? мы требуем приостановки строительства до судебного разбирательства. Это единственное, что сейчас мы хотим. Поэтому нам этот генеральный директор должен сказать, что строительные работы приостанавливаются. Иначе народ будет также выходить и дальше защищать свою территорию. Покажите, у вас Так мы же это говорили о том, что Мы давайте эту площадку покидать не будем. Мы вам покажем документ, который вас интересует. И это все. Документ на собственность на землю? Господа, я покажу вам документы, которые мне необходимы для того, чтобы вести здесь строительство. Документ на собственность на землю? Нет, ну, ребята, это тогда не надо. Нет, вы же так презрительно говорите. Начинаем. Он даже с ними не хочет говорить. Это моя территория. Это Давайте территория мне моя. еще какой-нибудь новый документ. Подожди, дайте мне Существуют законы. Это придомовая Они территория. существуют для всех. И в первую очередь для вас они Конечно. Поэтому мы действуем по закону. Мы защищаем свою придомовую территорию. завязывают этот диалог с существуемой мной территорией. Арендуем у кого? Это не принадлежит Москве. Дайте вы тогда идите в правительство Москвы. А там мы туда смотрите. подаем. Они мне сдали, я им заплатил. Они на эти деньги вам починили канализацию в доме. Понятно? Наверное, надо заплатить. Со мной не надо разговаривать. Я плачу по счетам. Исключительно. Я не вижу, как Конечно, без толку. Мы ничего не дадим вам делать. Мы ничего не дадим. Не дадим. И никакие деньги вообще, сундуки с деньгами не помогут. предлагал кусты сажать. Не надо нам кусты, вы кусты их сами сажать. Пошли. Я говорю, это вечно вкусная апельсиновая разговора. Вы нам сказали то, что на самом деле не является правоустановленным. Мы не в принципе по Вы тоже не имеете никаких правоустанавливающих документов. Это мое личное мнение. Это придомовая территория, она рассчитана массивом. Это понятие растяжимое. Когда вы продаете квартиру в этом доме, секундочку, вы что, продаете кусок придомовой территории? Да, И об этом долевое пишете участие. в договоре куплі-продажи? Это все мое. Это да. Есть закон, товарищ, прости, есть закон, который... Да не буду я вам знать все законы. Мы эту бумажку, которую раздавали. Да не надо ее Так, все, господа, собрание окончено. Сейчас высадят уважаемые депутаты.
депутаты перед Вы его вами. да сами закрыли. Я говорю, ваш что, вот депутат У нас подошел. претензий к вам вообще нет. У нас к департаменту жилищного имущества. Все. На каком Тогда основании почему вы со мной они пытаетесь постоянно потому разговаривать? потому что вы ведете работы, когда есть Так вы демонстрации идите устраиваете в департаменте имущества, а не здесь. Потому что вы начали работать. Я вам могу Пойдем, хватит тут разговаривать, это бестолковое мероприятие. Идите к ним. Я из-за ваших Вы идите к ним и претензии предъявляйте вы, департаменту. кстати, официальное лицо в данном ЖСК. Идите. А вот что это вы взяли, что я Товарищ, воровал? подожди. А? Дорогие товарищи. Да вы что, если вы не смогли, одну то другие секунду. смогли. Молодец. Не, у нас Вы еще угрожаете нам? видите, что он говорит, Он разговаривает языком силы. Так, друзья, представители застройщика отказываются покидать территорию, поэтому мы пока никуда не расходимся. Вот, не отпускаем полицию, поскольку ситуация конфликтная. Мы подали в арбитражный Мы остаемся здесь, пока дежурим. На каком основании они сдали